в некотором смысле, конечно, репетиция перед БРИКСом. В Татарстане ждут гостей из 79 стран. Казань-форум посетят почти 11 тысяч человек, включая 26 почетных делегатов, министров и глав правительств. Самые большие делегации из Египта, Ливии, Индонезии и Сенегала. Основной площадкой традиционно станет Казань-Экспо. На полях форума впервые в этом году пройдут заседания межправительственных комиссий. Раньше у нас такие мероприятия не проходили. Это очень серьезный высокий уровень. Это 7-е заседание межправительственной российско-кувейтской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Это заседание рабочей группы по реализации соглашений между правительством Российской Федерации и правительством Республики Узбекистан, которое будет посвящено миграционной политике, вопросам миграции, потому что сейчас на рынке труда Российской Федерации этот вопрос стоит достаточно остро, вплоть до того, что вот на таком высоком уровне будет обсуждение. Второй год подряд Казань-форум проводится в федеральном статусе. На этот раз лейтмотивом станет доверие и сотрудничество. Основные темы круглых столов – развитие транспортных коридоров, туризма, экспорта халяль-продукции, экономической безопасности и исламские финансы. Как отметили, Татарстан ежегодно наращивает товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества. За 2023 этот показатель вырос почти в 2,5 раза. Безусловно, мы будем использовать нашу площадку для представления тех наших инвестиционных проектов, которые сегодня соответствуют нормам шариата. Сегодня в этом направлении совместно со Сбербанком работа у нас уже проводится для того, чтобы уже те наши партнеры, коллеги, которые приедут к нам на Казань-саммит, еще раз им представить, показать все те возможности, которые сегодня есть в нашей республике. Сегодня председатель оргкомитета, вице-премьер Марат Хуснуллин проанонсировал деловую программу форума. В ней 125 тематических сессий. Запланировано подписание 45 соглашений. Пройдет заседание группы стратегического видения «Россия и исламский мир», а также пленарная сессия форума, где обсудят перспективы сотрудничества России с исламским миром. Также Казань-Экспо примет форум молодых предпринимателей и дипломатов, турнир поваров и многое другое. Все дни будет работать международная выставка «Раша Халяль Экспо». В агропромпарке откроется Халяль-маркет. Здесь представят 4500 товаров от производителей со всего исламского мира. В прошлом году в халяль-формате промпарк работал 5 дней. Ярмарку посетили 40 тысяч человек. По итогам года продукции стандарта халяль мы на 11 миллионов долларов вышли. Практически в 2 раза увеличили объем экспорта. Сегодня потребность нашей продукции, он большой, резервы предприятий имеются. У нас сегодня более 100 предприятий, которые сертифицированы по стандарту халяль. И, как еще раз повторюсь, потенциал имеется. Данное мероприятие, оно даст нам еще больше резервов, больше возможностей экспортировать нашу продукцию в те или иные страны. Программа форума выйдет за рамки Казань-Экспо. Гостей будут знакомить с промышленным потенциалом Татарстана по всей республике. Планируем проведение так называемых промышленных экскурсий для участников наших мероприятий. Будут запланированы посещения наших заводов, предприятий, где мы также уже в рабочем порядке планируем представить свои новые технологические разработки, продукцию, которую мы выпускаем. Для делегатов подготовили 18 спектаклей, 20 выставок, кинопоказы, экскурсии по объектам ЮНЕСКо, а также ИСГ Болгар-ЖН в Древнем Болгаре. В этом году в рамках подготовки Казань-форума репертуара театров и музейно-выставочные проекты, а также учреждения, мероприятия киноучреждений были ориентированы на целевую аудиторию, которая будет у нас в гостях. И, конечно же, наша главная цель – показать культуру многонациональной республики Татарстан. 15-й по счету Казань-форум пройдет в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.